Статья 15 закона, у меня конкретно. По установлению минимальной заработной платы. Как у нас формируется? Почему у нас по вашему закону оно на самом деле супер минимальное? Почему у нас происходит не увеличение? На основании чего вы определяете, что в 2025 году 2850 сомов, да? Минимальная заработная плата. В 2026 году будет 3280. В 2027 году будет 3670. То есть увеличение на 100 сомов, на 200 сомов. В 2027 году будет на 390 сомов. Из чего вы исходите? Ну, во-первых, с бюджетом у нас нормально вроде бы все. Сейчас мои коллеги конкретно ответят. Просто дело в том, что данный показатель не является как показателем минимальной зарплаты. Оно является как расчетным показателем для исчисления определенных расходов, как, допустим, по исчислению пособия. Есть, да, у нас? Ну вот реально, да, давайте вот вот исходить. Да. Угу. Кто мне ответит? Здравствуйте, Гуля Ахматкуловна. Мухтарбек Баймурзаев, Министерство труда. Минимальная заработная плата... Кто вы в должности? Первый заместитель министра. Очень приятно. Спасибо. Минимальная заработная плата в законе, о законе о минимальной заработной плате, он устанавливается для исчисления... Вот ранее было в соцфонд, исчислял пенсию, у которых нет стажа, он для него применялся. Сейчас, получается, соцфонд тоже поменял свой закон, и минимальная пенсия исчисляется теперь в расчетных показателях. Еще один момент, здесь минимальная заработная плата, она применяется для исчисления помощи гражданам, которые получают бесплатную юридическую помощь. То есть, то, что сказал Алмаз Кушбекович, действительно, как минимальная заработная плата, она носит здесь как бы расчетный характер. Она не является именно заработной платы, которую получает граждане. Тогда в законе как надо писать? Надо писать тогда, что не установить размер минимальной заработной платы, а установить как расчетный показатель, так? А вы пишете, как установить размер минимальной заработной платы, и здесь четко возникает много вопросов. А потом вы мне извините, значит, это тот расчетный показатель по пособиям, по различным именно, а каким образом, вот вы мне скажите, пожалуйста, пособие, что вот на 2500 это реально в месяц? Гуля Ахматкуловна, на пособие она не влияет, она не исчисляется пособием. Не исчисляется. Но при этом вы сейчас в своем выступлении это в первой части, пенсии да, сказал, пенсии. Да, ну и пенсию тогда то же самое. Вот, знаете, оно ранее применялось при исчислении пенсии. Вы знаете, уже... вот этот вопрос из года в год повторяется, согласитесь, да, господин министр финансов? И тем не менее вы не меняете, вы остаетесь на своем прежнем уровне. Если вы начинаете там додумывать, что оно будет, не влияет на ряд обстоятельств, то тогда нужно и указывать это все. Мы сейчас принимаем закон, мы не принимаем постановление или положение или инструкцию. И все будут руководствоваться этим. Это вот настолько вообще в Министерстве юстиции разработано вообще положение, как определять минимальные расчеты. И там всегда пишется в этом положении, прям я вам хочу сказать, там четко определено от минимальной заработной платы минус еще и 40%. Тогда это вообще копейки получается. Вы руководствуетесь, знаете, очень много противоречий в этом вопросе. Честно скажу, вы эту 15-ю статью пересмотрите. И по суммам, и правильным, как говорится, потому что во втором-третьем чтении однозначно я буду тогда, если вы не измените именно в понимании этой статьи, в регулировке именно то, что вы написали, что это размер минимальной заработной платы. Если в законе так прописывается, то это указание для всех, поверьте мне. Да, вы правы, Гуля Ахматкуловна. Дело в том, что это требование закона о минимальной заработной плате. Есть закон отдельный. Там сказано, что ежегодно утверждается в республиканском бюджете. То, что вы сказали, мы... Но опять же, это же круговорот. Мы усилим справку в части именно обоснования. Принято.
Потому что вот здесь вот немножко неправильно. Потом вот скажите, пожалуйста, если у нас опять же, у нас все с профицитом, у нас все прекрасно с бюджетом, с пополнениями и так далее. Вопрос стоит, а почему я вчера тоже на комитете затронула, но время было ограничено, и сейчас вот продолжаю, да, о том, что идут кругом сокращения и уменьшения. 12 статья. Предусмотреть в разделе повышения социальных выплат и другие мероприятия в республиканском бюджете на 2025 год средства в сумме, в действующем, посмотрите, пожалуйста, там идет 4 миллиарда в действующем, 4 миллиарда 339, а в проекте вашем на 3 миллиарда сокращено. В связи с чем у нас все время мы сокращаем? Почему? Это я не могу понять. Объясните, пожалуйста, что происходит? 12 статья, вы говорите, да? 12, да. Пятая часть. Сейчас, минуточку. Здесь как, наоборот, идет увеличение же. Нет, оно не увеличение, оно уменьшение. В действующем, вот если Нет, у вас нету с я- собой действующего Да. сегодняшнего, Не, 24 год, я объясню. например, сравниваю с сегодняшним действующим. Гулякмур, я скажу. Да. Дело в том, что в этом году были разовые направления средств в местные бюджеты, как целевые трансферты на покупку автобусов. В течение 2 лет мы городу Бишкек профинансировали порядка около 6 миллиардов сомов на приобретение автобусов. Естественно, в следующем году мы автобусы не намереваемся приобретать, поэтому определенные суммы уменьшаются. А что у нас столица обеспечена, Столица сейчас- обеспечена 100% общественным транспортом? Люди жалуются. Гуляк Мэр у нас Мухтарова. здесь, да? Мэр города Бишкека. Мирлан Байганчоков, первый заместитель мэра. Что-то все заместители, у нас все руководители очень сильно заняты, да, и вопрос бюджета. Вам что, хватает? Что у нас с автобусами? Вот сейчас вот говорят, что на следующий год не предусматривают покупку автобусов. В прошлом и в этом году нам предоставлены целевые трансферты на покупку 1000 автобусов, которые уже поступили и курсируют в городе Бишкек. Кроме этого, в рамках Европейского банка были закуплены... Нет, вы мне просто, знаете, я знаю, что вы тоже финансисты, вы курируете это направление. Мне конкретно скажите, нам хватает автобусов в столице или нет? Тот парк автобусов, который есть, он, Нет, вы конечно... слово скажите, хватает или нет? 100% мы еще не покрыли, но я хочу сказать, что мы еще порядка 250 автобусов в этом и в следующем году закупим. А с какого бюджета вы будете брать, если здесь сокращение у нас? Или город Бишкек и республиканский бюджет, он отдельно существует друг от друга? Нет, это в рамках Европейского банка мы получим еще 100 автобусов 12-метровых. В рамках Азиатского банка развития, в рамках инвестиционного соглашения 120 электробусов. Вот эти 250. Кроме этого, за счет средств, которые предоставляются банком КФЭ, мы закупаем 60 автобусов. Более 300 автобусов еще поступит. Ну, я так поняла, что все-таки не хватает. И хорошо, если у нас есть гранты и все, они вообще, это, получается, бюджет у вас достаточно для того, чтобы приобрести, обеспечить полностью столицу автобусами, да, общественным транспортом. Юлия Ахматковна, я сказал, что эти ресурсы будут за счет инвестиционных соглашений, то есть в рамках госинвестиций. Гуляк Мухтарова, я дополню. Да. Значит, если вы смотрели, вот у нас там слайд, вот сейчас вот здесь. Мы на себя в республиканский бюджет переводим средства содержания школ. Вот 2 миллиарда, 3 миллиарда в этом году. В следующем году 3 миллиарда, а уже начиная с 2026 года 6,5 миллиарда высвобождаются в городском бюджете средства, которые полностью остаются в мэрии, и они будут направлены на как раз таки развитие города. Это вот одна из, как скажем, То есть показателей. школы города Бишкек, которые на сегодняшний день финансируются бюджетом столицы, будут финансироваться из республиканского бюджета? Значит, система оплаты труда, преподаватель, все переходит на республиканский уровень, да. А вопрос содержания?
И, значит, высвобождение составит порядка 6,5 миллиарда сомов со стороны республиканского бюджета будет финансироваться. А эти средства, соответственно, в местном бюджете в городе высвобождаются. И, как вы говорите, дальше пойдут на развитие города. Вчера была большая презентация, концепция развития города. Город расширился. Вот, и нововведение мы уже должны не только на автобусы смотреть, но уже и смотреть на новые технические возможности сообщения пассажиропотоков. Не, ну я это понимаю прекрасно, что и И на вот технические поэтому мы сейчас возможности. говорим о том, что мы даем полную самостоятельность городу, увеличить свой потенциал и одновременно высвобождаем непрофильные расходы для них. Очень приятно. А Министерство образования здесь присутствует же, да, представители? Да, присутствует Гулят Ахматуловна, Бигджан Да. Супаналиев, первый заместитель министра. Ага. Мгм. Скажите, как у нас положение со школами? Вам полностью, да, вот передают мэрия Бишкека, да? Вы Мэрия, принимаете, и вы в состоянии обеспечить. передаваемые школы на сегодняшний день из города Бишкек, 118 школ к нам переходят. Зарплатный фонд полностью будет финансироваться из республиканского бюджета, вот то, что Алмаз Шпекович сказал. И у мэрии остаются только здания, сооружения, это вот текущий ремонт и другие обслуживания. То есть техническое состояние будет из У мэрии бюджета города мэрии. Бишкек, да. Ну, тоже хоть какая-то одна более-менее приятная новость. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день и в перспективе будет финансироваться Совет, Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов? Судя по тому бюджету, который вы представили, он остается на прежнем уровне действующий. В следующие 3 года вообще никаких изменений. В связи с чем? Что, отпала необходимость в Совете? Кто у нас, Министерство внутренних дел или Минобороны скажет по этому поводу? При этом очень много жалоб со стороны членов Совета ветеранов. У нас что, ветераны сокращаются или что? Гуля Ахматулловна, здравствуйте. Первый заместитель министра внутренних дел. По бюджету Министерства внутренних дел хотел бы сказать, что у нас бюджет является под грифом, поэтому представить какую-то информацию не представляется возможным. А по поводу повышения пенсии, да, совместно с Министерством финансов сейчас разрабатываются расчеты по повышению пенсии для пенсионеров правоохранительных органов и силовых структур. Ну вот знаете, вот честно, я конкретно задала вопрос по вопросу Совета ветеранов. Совет ветеранов, вот может вы скажете, да, что там никаких изменений в связи с чем? Я скажу, да, сегодня в Совете ветеранов мы там рассматриваем порядка всего по году где-то 700 с чем-то тысяч сомов предусматривается. 734 всего лишь, 734, да. да. И оно до 2027 Да. года без изменений. Дело в том, что да, в акимятах предоставлено определенное помещение, там больших расходов нету, это всего лишь на содержание, там бумаги, там никаких ни зарплат, ничего абсолютно нет. Дело в другом. Дело в том, что на сегодня есть еще и другие советы ветеранов, правоохранительных, которые также обращаются к нам, чтобы мы взяли на бюджет. Заявок на увеличение на сегодня как такого нету. Там нету они не ни фонда оплаты труда нету, понимаете, оно содержит за счет помещения администрации районов, а остальные это мелкие расходы и прочее. Поэтому здесь такого повышения нет, не предусматривается. А Министерство обороны здесь есть, да? Вы как вот согласны? Я, например, считаю, для чего нужен вообще совет? Я думала, что оно имеет определенное воспитательное значение, общественную работу они проводят для поколения подрастающего, да? Что нам необходимо, потому что мы живем в приграничном, высокогорном регионе, у нас достаточно необходимо эту работу проводить, да? Разъяснительную работу, политико-воспитательную работу, идеологическую работу. Я-то думала, совет для этого существует, а, уважаемые министры, замминистры? Вы правы, Гуля Ахматулловна, эта работа постоянно проводится. Вот и часть средств по содержанию Совета ветеранов Министерство внутренних дел в части касающейся берет на себя по обеспечению дополнительными средствами. А по привлечению их в организацию работы, по работе с подрастающим поколением, а также по
повышению квалификации действующих сотрудников. Эта работа проводится постоянно на местах в каждом подразделении. Ну, я бы вам всем рекомендовала силовому блоку на это обратить внимание, потому что немаловажное значение имеет именно этот совет, который, знаете, должен нормально финансироваться. Следующее. Вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос министру финансов. Скажите, пожалуйста, какие конкретно министерства, ведомства идут на повышение, у них увеличен бюджет? И в связи с чем? Перечислите, пожалуйста. Ну, во-первых, я скажу, все министерства силового правоохранительного блока. Я только по цифрам говорить не буду, потому что это как бы закрытая информация. Вот. По системе Министерства здравоохранения, в части именно повышения зарплаты, в этом году мы рассмотрели повышение медикам, она, соответственно, будет продолжена. Вот. По линии Министерства сельского хозяйства также идет повышение объема финансирования в части именно по приобретению новой техники. Это продолжение проекта, уже в течение 2 лет мы приобретаем новую технику. Также будет строительно-монтажная работа по ирригационной системе и привлечение новой технологии по полотну каналов. Это технология, английская технология, на следующий год это предусмотрено порядка миллиарда сомов. По линии Министерства транспорта также мы говорим, что провели соответствующую реформу, создали дорожный фонд. Также будет продолжена работа по оснащению новой техникой, также предусмотрены средства. А также сейчас рассматриваем вопрос по закупу битума в годовом потреблении. То есть на сегодня Минтранс заявку подает порядка где-то на 50-60 тысяч тонн битума, чтобы приобрести по возможности даже в этом году, чтобы в следующем году уже можно было двигаться. То есть по всем сегодня министерствам есть определенные увеличения в части именно эффективного его вклада. Ну и естественно по энергосектору. У нас энергосектор всегда был очень так востребованным в части именно финансирования. В следующем году также предусматривается его капитализация энергосектора по станциям. То есть, если посмотреть вот на этом слайде, мы можем увидеть, какие крупные расходы в следующем году мы предусматриваем в бюджете. Ну, я думала, что я еще в этом списке услышу Минэкономику, который тоже почему-то там. В связи с чем у нас там происходит увеличение в Министерстве экономики бюджета? За счет создания каких-то там предприятий, да, за счет чего? Добрый день. Добрый. Жора Сеитов. Очень приятно. По Министерству экономики у нас, как вы знаете, капитальных вложений нету, как Минтранс, Минобраз. Да. У нас постоянное количество единиц сотрудников в рамках оплаты труда и в рамках содержания зданий в основном идет. Не, ну Плюс, я это понимаю, но я смотрю просто постатейно, что Минэкономика идет увеличение 26-27 год, я поэтому и спрашиваю, в связи с чем, если у нас стабильно, да. как говорится, аппарат существует, стабильный, значит, именно штат и так далее, да, а у вас идет увеличение, за счет чего, что вам нужно? Гуля Ахматовна, у нас... Вот знаете, в этом списке, я вот сейчас доскажу, я хотела услышать именно еще и, думала, что и Минобразование у нас будет хорошо финансироваться, но что-то в этом списке я не услышала, и вот меня волнует вопрос. Минэкономика у нас что сейчас, в каком положении находится, в таком Гуля Ахматовна, привилегированном? И создают всякие торговые предприятия, там еще что-то там. Я скажу насчет увеличения. Во-первых, при нас есть 2 подведомственных ведомства, это Крызэкспорт и Департамент туризма. Крызэкспорт сейчас расширяет свою деятельность в части продвижения товаров и услуг на экспорт. Она включает в том числе, вот как мы планировали, софинансирование расходов экспортеров. Вот эти мероприятия предусмотрены для продвижения экспорта. По Кыргызтуризму, по департаменту туризма, извиняюсь, у нас там также есть различные выставки, выезды именно за рубежом, а также мероприятия внутри страны по продвижению туризма. Это тоже увеличило расходы. Плюс сейчас мы обновляем в рамках работы Кыргызстандарта и КЦА по лабораторным инструментам и реактивам.
Мы приобретаем это для того, чтобы усилить нашу сертификацию, стандартизацию, метрологию. Так как вы знаете, это вот оно идет вкупе с экспортом как сельхозки, так и других товаров. И у нас как раз и по части поверки, вот мы много лет страдали, плюс строится здание ЦСМ дополнительно, где вот эти аппараты, оборудование будет. Это, то есть оно будет усиливать качество нашей продукции и конкурентоспособность продукции как внутри рынка, так и на внешних рынках. А вот в основном вот эти дополнительные расходы связаны с этим. Спасибо большое. И Министерство цифровизации, вот у меня вопрос. Минцифры. Джумамедов Джумалиев, заместитель министра цифрового развития. Скажите, пожалуйста, вот вы довольны своим бюджетом, да? Согласовали все вопросы? У меня очень много вопросов вообще по поводу цифровизации, да? Вот мы очень активно эти вопросы обсуждаем, потом нам вносится законопроект об увеличении штата, везде во всех министерствах, ведомствах вводятся, значит, должности руководителей как на уровне заместителей. Вот недавно мы рассмотрели вопрос Верховного суда, там, где нужен, оказывается, судья-именно специалист по цифровизации и так далее, да? Вообще, в моем понимании, что данное министерство создавалось для того, чтобы вы в целом все государственные органы обеспечили цифровизацией. А получается, нам еще нужны и дополнительные штаты в каждом ведомстве. Вы думаете, это правильно вообще? Вы справляетесь со своими функциями? Вот у меня вопрос в этом стоит. И у вас все время идет увеличение бюджета. Если позволите, в каждом министерстве существуют свои отраслевые направления, по которым наше министерство ведет координирующую работу в части взаимодействия информационных систем. Также мы ведем работу по распределению средств, ежегодно выделяемых на цифровую экономику. Если раньше выделялось 500 миллионов, в этом году было выделено 600 миллионов, на следующий год заложено 700 миллионов. То есть идет по нарастающей. В каждом ведомстве необходим заместитель, который знает внутренние процессы, бизнес-процессы, которые необходимо оцифровать. А вы чем будете заниматься? Вы только координирующей деятельностью занимаетесь? Мы в целом занимаемся выработкой и реализацией политики в сфере цифровой трансформации. Кроме того, как вы знаете, у нас есть подведомственные предприятия, это Департамент регистрации населения, Служба регулирования надзора в отрасли связи, ГУ «Тундук», вот, мы занимаемся выработкой политики. Вы только занимаетесь выработкой политики? Ну, кроме Вообще того, это я вот очень обозначил те подведомственные предприятия, которыми мы управляем. Министр финансов, что вы скажете на то, что нужны ли нам увеличения, вот, понимаете, есть еще в каждом министерстве свои департаменты по цифровизации. Так нет, еще и нужно увеличивать должности руководящие. И все, оказывается, специалисты должны быть в цифровизации, при этом сами же назначаются из числа тех сотрудников, которые работают. Вот рациональность, скажите. Ну, в принципе, замминистра по цифровизации уже давно были созданы, они не в этом году и не в прошлом, а еще, если не память не изменяет, где-то уже в 16-17 годах уже было постановлено правительство, чтобы в каждом ведомстве было лицо, отвечающее за цифровизацию. А указ президента, вопрос оптимизации, как быть? Мы этот вопрос никогда со счетов не снимаем. Мы каждый день, Минфин работает над оптимизацией. Наше предложение как раз-таки по объявлению моратория на увеличение штатной численности, она работает на сегодня. Но если где есть необходимость, да, мы идем навстречу. Вот. Более того, мы предусмотрели на цифровизацию, там не просто по смете министерства цифры, но и отдельно 700 миллионов сомов по соответствующим мероприятиям. Это касается обновления и подготовка новых программных обеспечений. Все, спасибо. Нет вопросов.